Так. Сегодня 3 февраля 2022 года. Я адвокат Есимов Талгат Абдуманапович. Рядом со мной Кривоносов Виктор Викторович, адвокатская контора «Адал». Вчера мы выходили в эфир по делу Жумагильдиева Армана Бахетовича, не раскрывая тайну следствия никоим образом. Мы просто не нашли в Алмате в изоляторе его. Об этом все в СМИ, в интернет-контентах это уже было опубликовано. Это ладно, это обстоятельство. Потом было выяснено, что Жумагильдиев Арман Бахетович находится в следственном изоляторе города Алматы, где мы следственный изолятор ДКНБ города Алматы, да, где, в принципе, мы и обнаружили, Вчера нас отказались спустить, сославшись на технический день, то есть технический день. Сегодня, уважаемые сограждане, прокуратура, генеральный прокурор, просим вас принять во внимание то, что сейчас наш коллега, осуществляющий защиту Жумагильдиева, Сафаров Талгат Серикович, только что вышел из следственного изолятора и поставил нас в известность о том, что Жумагильдиев Арман, попавший в изолятор ДКНБ, после того, как он начал давать показания правдивые, чтобы показать свою непричастность к делу, и был вывезен, по нашим данным, в изолятор ДКНБ, содержится в изоляторе ДКНБ в нечеловеческих условиях. То есть это можно приравнять к пыткам. Он болел, получал лекарства, сотрясение мозга у него было, болел в изоляторе города Алматы, мы претензий не имели. По доставлению в изолятор ДКНБ города Алматы он был помещен в камеру карцерного типа, где вынужден спать полностью одетый. Он простыл. Камера очень узкая, маленькая, то есть это камера, куда сажают обычно тех, кто совершил какие-либо нарушения. Просим обратить ваше внимание, что по нашей Конституции никто не может быть признан, кроме как по приговору суда, вступившего в законную силу. До этого человек считается невиновным. Ну и у нас получилось так, что он решил давать показания. Там, по всей видимости, будет роль сотрудников КНБ учтена. После чего он был сразу доставлен в изолятор ДКНБ, где был помещен, еще раз повторяю, в нечеловеческих условиях, со слов адвоката Сафарова. О чем адвокат Сафаров тут же составил заявление, обратился к начальнику изолятора, его фамилия Алекбаев, который поместил данного человека в такую камеру. Мы считаем, что все люди должны содержаться, независимо от их вины даже, должны содержаться в человеческих условиях. Поместить человека, больного, в камеру, в которой холодно, с чем это вызвано? С тем, чтобы он не давал показания. Это прямое воздействие. Считаем это недопустимо. Мы просим, требуем перевести гражданина Жумагильдиева в следственный изолятор, где ему будет помещен в человеческие условия, где можно проводить нормально следственные действия. Цель его перемещения в данный изолятор КНБ до сих пор нам непонятна и не выяснена, для чего человека брать. Он в прежнем изоляторе содержался также в одиночной камере, но претензий никаких не имел к условиям и к администрации изолятора. Однако это перемещение и помещение в такие условия, оно дает понять, что если он дальше будет давать, показания, значит, он будет еще в худших условиях. Также коллега Сафаров нам передал, что, опять-таки, что Арман Жумагильдиев сказал, что он на суицид не пойдет, самоубийством не покончит, он будет защищать свои права гражданина своей страны, Республики Казахстан, всеми законными способами. То есть адвокаты, то есть мы обращаемся к генеральному прокурору Республики Казахстан, также президенту нашей страны, уважаемому Касым-Жомарт Кемеловичу, позицию которую мы всегда поддерживаем. Просто давайте работать в рамках норм Уголовного процессуального кодекса. Не препятствовать адвокатам, то есть, чтобы задержанный Жумагильдиев Арман Бахетович должен получать квалифицированную юридическую помощь, содержаться в нормальных условиях согласно международных стандартов, то есть
он должен находиться в общем следственном изоляторе города Алматы. Мой коллега, адвокат Кривоносов, объясняет, что его должны перевести в следственный изолятор. То есть из следственного изолятора ДКНБ города Алматы, где он сейчас находится, как сказал мой коллега, в нечеловеческих условиях, со слов нашего коллеги, который находится в Алматы, Сафарова Талгата Сериковича, из этого изолятора ДКНБ в изолятор общего типа в городе Алматы на Красногорской улице. Мы просим, не прекратить дело, мы просим дело рассматривать по закону. Мы просим принимать во внимание все условия этого момента. Мы просим относиться к Жумагильдиеву Арману как к гражданину, не нарушать права. Конечно, в большинстве стран мира наши просьбы непонятны. Как это так, адвокаты просят по закону, а как можно иначе? Ну вот так получается иначе, что можно человека, который получает лечение, выдернуть, которому король там появился церебролизин, сотрясение мозга у него. Как его можно вот так вытащить, непонятно для чего. Связано ли это с задержаниями высокопоставленных сотрудников ДКНБ по городу Алматы или по республике, мы не знаем. И это нас не касается. Пусть следствие идет по закону. Мы всемирную помощь, мы дадим правдивые показания, которые, я надеюсь, докажут невиновность Жумагильдиева Армана Бахитовича. Просим принять наше внимание. Мы просим вести дело по закону. Согласно нормам УПК и Конституции. Все, от вас больше ничего не требуется. Не надо его вывозить ночью с общего изолятора и не говорить об этом адвокатам. Ну, это мы вчера уже рассказали. Кроме того, в случае подтверждения нашего заявления о том, что он находится в такой камере, где вынужден спать полностью одетым, где очень холодно, что не соответствует никаким стандартам, не только международным, вообще никаким стандартам, возбудить уголовное дело по данному факту. Это приравнивается к пыткам по любым международным конвенциям. У нас на сегодня все. Я думаю, наше ходатайство, наше обращение на имя генерального прокурора, на имя президента будет услышаны и будут приниматься соответствующие меры в рамках действующего законодательства. У нас пока все, но в случае, если вдруг опять какие-то будут новости о нарушениях, либо об удовлетворении нашего обращения, мы также готовы всегда выйти в прямой эфир, выразить свою силу в рамках нашего права согласно нормам Конституции, где мы выражаем чисто свое мнение. Всем удачи и будьте всегда в эфире.